За кардинальными изменениями в российском правительстве как-то незаметно прошли кадровые перестановки в Госдуме. Ильдар Гильмудинов, депутат от Татарстана, признанный специалист в области межнациональных отношений, перестал возглавлять комитет по делам национальностей и был назначен первым заместителем комитета. В Госдуме это объяснили тем, что фракция «Единой России» забрала себе комитет по информационной политике и взамен отдала фракции «Справедливой России» комитет по делам национальностей. Ну, типа, произошел такой ничем не примечательный межфракционный размен комитетами. Ничего личного. Все становится понятным, когда мы узнали, кто же стал председателем комитета по делам национальности Государственной Думы. Член фракции партии «Справедливая Россия», депутат от Чувашии Олег Николаев. Помните, чем он прославился? Тем, что вместе с еще одним депутатом от Чувашии, членом партии «Единая Россия» Ольгой Николаевой и рядом других депутатов стал соавтором законопроекта об изучении национальных языков. Как же расценили поступок уважаемых коллег-депутатов на родине, в Чувашии? Как писала газета «Коммерсант», общественники Чувашии выступили с петицией об отзыве депутатов Госдумы Алены Аршиновой и Олега Николаева, представляющих их регион. Цитирую. «Действия депутатов от региона они расценили как предательство национальных интересов Чувашии и всех других народов Российской Федерации». Итак, на малой родине депутата Олега Николаева обвиняют ни много ни мало в предательстве национальных интересов собственного народа. Но может они не правы, может он действительно давно и плодотворно занимается сложными вопросами межнациональных отношений? Да нет. Интернет сообщает нам, что депутат Олег Алексеевич Николаев родился в деревне Чурбай в чувашской семье, учился в университете по экономической специальности, работал в правительстве Чувашской республики, заместителем министра экономического развития, руководителем Департамента развития предпринимательской деятельности, трудился в коммерческих организациях, заместителем по экономике и финансам, работал в банках, был депутатом Чувашского парламента и даже баллотировался на пост президента Чувашии. И вся его деятельность на протяжении всей жизни, согласно его личным аккаунтам в социальных сетях, практически все его выступления в Государственной Думе были связаны с экономической проблематикой. Так почему же он вдруг неожиданно решил заняться проблемой изучения родных языков? Вот что он сам говорил по этому поводу. Раз мне вопросы задавали, почему я являюсь одним из авторов этого закона. И у меня на самом деле ответ простой. Я согласился быть одним из авторов этого закона, прежде всего для того, чтобы быть на гребне обсуждения всех этих процессов. Потому что очевидно, что проблема существует на сегодняшний день. Проблема достаточно острая. И очень важно было мне лично, как действующему депутату, во-первых, быть в курсе, какие решения будут вырабатываться, а во-вторых, по возможности влиять на те вырабатываемые решения. До чего мы договорились в рамках рабочей группы. Было несколько заседаний, причем в рабочей группе помимо депутатов участвовали это Рособорнадзор, Миноборнауки, сейчас Министерство просвещения, администрация президента и иные заинтересованные организации. Депутат Олег Николаев, хотя и соавтор неоднозначного закона, но честный человек. Он недвусмысленно дал понять, мне предложили стать соавтором, я согласился. Конечно, это было глубоко продуманное чье-то решение, когда инициаторами этого закона выступили представители именно национальных республик. Депутат Государственной Думы от Республики Чувашия, прекрасно знающий чувашский язык, славный сын великого чувашского народа, сделал свой выбор. Остается только гадать, кем и как ему было сделано предложение, от которого он не смог или не захотел отказаться. Что дал народам России этот закон? Изучение государственных языков народов республик, закрепленных в Конституции Российской Федерации, поднялось на небывалую высоту? Ответ вы прекрасно знаете. Что я еще хотел сказать в завершении? Перед каждым человеком жизнь в судьбоносные моменты всегда ставит непростой моральный выбор. И каждый сам решает, кем и как ему войти в историю своего народа. И каждому из нас, я не сомневаюсь, этот выбор еще предстоит сделать.